Люди говорят, что политическая составляющая полностью оттеснила культурное и языковое развитие автономии. Ну, то, что развитие или сохранение родного языка и культуры не на первом месте для властей Гагаузии, я один пример вам приведу. На одной из передач с вами я говорил о том, что была инициатива, подана в муниципальный совет Камрад об открытии детского сада с гагаузским языком воспитания на базе лицея имени Дмитрия Мавроди. Это 6-я школа. Было получено согласие директора. Была возможность привлечь крупные инвестиции от тех, кто международных партнеров поддерживает идею. До настоящего времени муниципальный совет такого решения не принял. Более того, они мне даже не ответили, хорошая эта идея или нет. А муниципальный совет не принял такого Нет. решения? То есть, Не рассмотрели даже такой вопрос? насчет культуры. Вот 30 лет у нас ни одного садика с гагаузским языком воспитания. У нас ни одной школы с гагаузским языком преподавания. Но если про школы Елена Федоровна глубже знает, наверное, очень сложный процесс. У нас даже в раннем образовании нет гагаузского языка воспитания. И то, что там есть преподаватели гагаузского языка, это не заменяет язык воспитания. Они все равно не на гагаузском языке воспитания. Это насчет культуры, а насчет политики. Политика. Где вы видите политику в Гагаузии? Мы что, решаем какие-то политические вопросы автономии? Мы что, продвигаем, чтобы закон о статусе автономии принял конституционный статус? Мы что, принимаем нормативные акты о том, чтобы правовые споры о Гагаузии решались на уровне Конституционного суда? Мы раз такие политические вопросы продвигаем, мы занимаемся мелкими политическими дрязгами. Играми, геополитическими играми. Это не политика настоящая. Гагаузия создана для политического развития. А политическое развитие заключается немножко в другом. В имплементации особой формы гагаузской автономии в конституционное поле страны. Мы этим не занимаемся. Мы занимаемся... Вы об этом говорите в Народном собрании Гагаузии? Я, наверное, только об этом и говорю.